Доброе утро, Якутия! На календаре 31 марта, пятница, конец рабочей недели и, как всегда, на телеканале Якутия-24 НВК Саха в 7:00 мы встречаем утро вместе с вами. У нас сегодня будет интересный и насыщенный выпуск. И вот что вам мы сегодня покажем. Начнем мы, конечно, с приготовления полезного завтрака. Далее к нам забегут психологи из фонда Харысхал, и мы поговорим с вами об инклюзивном образовании в нашем регионе. Также покажем интереснейший сюжет о создании мультфильма на эвенском языке. В рубрике «Даты и события» обязательно узнаем, какие памятные даты и праздники отмечаются сегодня. Ну и нашу тему продолжат гости с филармонии, где мы поговорим о Всемирном дне Рахманинова. Какие мероприятия будут доступны в рамках этого дня для жителей нашей столицы и республики в целом, узнаем чуть позже. Ну и в завершение нашего сегодняшнего выпуска к нам в гости придет популярный варганист, основатель мастерской «Твой космос» Эльдар Гимадиев. Так что оставайтесь вместе с нами, будет все очень интересно и насыщенно. Ну и, конечно, наши коллеги из новостного отдела подготовили свой материал. Ну а если вдруг вы еще не являетесь нашим подписчиком, сделайте это прямо сейчас. Вы видите наш телеграм-канал на экране, вы всегда будете в курсе последних событий. Ну а начнем наш эфир по традиции с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 8 градусов. В Заречной группе 2 градуса ниже 0. В южных 4 градуса со знаком минус. В Вилюйской группе 12-16. В Нижнеленских 11-19 со знаком минус. В западных районах до 16 градусов мороза. В Колыман-Дигирской группе улусов до минус 22, в Янских 22-17 ниже 0. На северо-западе нашей республики ожидается до минус 34 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 3 градуса. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 1. Ну и, как говорится, у погоды нет плохой погоды. Так что не унываем, погода нас радует. Но сегодня обещают на дорогах гололедицу, поэтому будьте аккуратнее, берегите себя. Ну а я предлагаю вам сейчас налить чашечку чая либо кофе и посмотреть с нами наш утренний выпуск вместе с рубрикой «Полезный завтрак». Сегодня мы будем готовить спаржу. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Полезный завтрак» мы будем готовить жареную спаржу с сырным соусом. Для этого нам понадобится сама спаржа, яйцо для приготовления пашота, сливочное масло, сыр и уксус для соуса. Итак, начнем. На разогретую сковородку наливаем растительное масло. На горячую сковородку выкладываем нашу спаржу и добавляем соль, перец. По вкусу можно добавить немного чеснока. Спаржа готовится довольно-таки быстро, чтобы она оставалась аль денте. Мы прижариваем ее буквально 1-2 минуты. Пока спаржу откладываем в сторону и начинаем готовить наше яйцо пашот. В кипящую воду мы добавляем немного соли. Пока у нас закипает вода, мы добавляем туда немного кислоты. Вы можете добавить сок лимона, в нашем случае это уксус. Кипящая вода нам не нужна, но довести до кипения ее предварительно необходимо. Потом мы убавляем нашу плиту на минимум, закручиваем воронку и отправляем туда наше яйцо. В течение 2,5 минут оно будет готово. Наше яйцо уже приготовилось. Белок у нас твердый, а желток у нас мягкий и жидкий. Выкладываем на салфетку, чтобы немножечко обсушить. И отставляем в сторону. Так, для этого соуса нам понадобится 1 желток. Добавим немножечко уксуса. 20 грамм сливочного масла. Ставим на пар и начинаем помешивать. чтобы желток у нас не заварился, а масло потихоньку растаяло.
Также для этого соуса нам понадобится сыр. Вы можете взять любой, мне больше всего нравится сыр чеддер. Можно его либо натереть, либо, как я, мелко нарезать. В наш подготовленный соус добавляем сыр и продолжаем его топить. Итак, все наши ингредиенты готовы. Приступаем к сборке блюда. Сначала выкладываем спаржу. К ней добавляем наше яйцо пашот. И сверху заливаем соусом. Блюдо готово. Приятного аппетита! В эти дни в столице нашей республики проходит уникальное мероприятие, посвященное любви к родине, патриотизму и объединению народа. Мероприятие стартовало еще 29 числа и завершает свою работу сегодня. И называется оно «Тюмю», что в переводе означает «объединение». И у нас сегодня в гостях один из организаторов этого мероприятия – это Андрей Николаевич Мартынов, исполнительный директор Института геокультурного развития республики и приглашенный эксперт площадки из соседней страны, а точнее, если быть из Беларуси, это Алексей Дзерман, политолог. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, с какой целью проводилось это мероприятие и насколько масштабным оно было? Ну, Тюмю еще можно перевести как собирание, да? У нас вышел указ президента об укреплении российских духовных традиционных ценностей. И у нас есть поручение главы нашей республики, да, чтобы реализовать мероприятия, которые будут укреплять наши базовые ценности народов Якутии, да, в частности. И вот это собирание, вот это собрание, которое проходит, оно направлено, миссия у этого собрания такая: консолидировать наше общество, чтобы предложить меры какие-то, да, по укреплению наших ценностей. Это было, значит, мероприятия были все-таки акцентированы на взрослое население или подростков? Ага, мы ориентировались на молодежь в первую очередь, да? Студентов, наших молодых специалистов, ну и, конечно, всех специалистов, не только со сферы культуры, как многие могут подумать, да, духовность, культура как-то не рядом. Нет, тут и учителя, тут и работники здравоохранения, ученые, историки. То есть много сфер задействовано было, да? Да. Алексей, добро пожаловать в Якутию. Ну, да. Спасибо. И, конечно, хотелось бы узнать, какую роль в данном мероприятии принимали вы, и в качестве эксперта вы были приглашены, вот по какой теме? Ну, вы знаете, сейчас в мире много происходит разного, такое противостояние, и, конечно, нам нужно вот все вместе укрепляться в России, внутри, республикам, самому государству, союзникам России. Конечно, очень важно понять, вот за что, условно говоря, мы боремся, что мы отстаиваем, какую правду, да? Это жизнеутверждение, это светлое мировоззрение, это наши народные традиции, народная культура, наше понимание жизни, как должно быть устроено вот по-нашему, да? Справедливо, правильно все в этом мире. И в этом смысле, конечно, очень интересно черпать вот эти знания из народной культуры якутской, из опыта жизни разных народов в Якутии. И, конечно, о чем-то о своем рассказывать, как мы это видим, потому что у нас вот противостояние возле границ происходит, мы на Дальнем Западе, здесь вот на Востоке, мы соединяемся и находим общий язык и эти общие ценности наши, что для нас важно, за что мы, условно говоря, сражаемся, во что верим. Это крайне важно для нас. То есть основная ваша цель это была таким неким обменом, да? Мнений? Обменом, и это не первый раз я уже в Якутии. Вот у нас такое творческое, культурное взаимодействие с Институтом геокультуры, с Андреем Исаевичем Борисовым, который, ну, столб такой якутской культуры для нас тоже. И вот ты смотришь его произведения, спектакли, это, конечно, впечатляет. И ты уносишь вот это знание, эмоции к себе на родину и говоришь, что здесь вот наши близкие люди. Хорошо. Андрей, подскажите, пожалуйста, а еще помимо Алексея, вот, кто был приглашен на эти мероприятия, да, сколько площадок было? Значит, 11 площадок всего, да? Вчера открыли стартовой площадкой, это в Саха-театре, там 450 участников было. Сегодня, ну и вчера тоже, вот всего 11 площадок по разным направлениям. Они исходят от указа президента, да, там определены основные ценности наши базовые. Крепкая семья, созидательный труд, приоритет
духовного над материальным. Вот по этим темам очень такого разнонаправленного площадки. У вас была очень интересная площадка под названием «Воспитание. Новые подходы. Человек будущего». Да? Очень интересное такое название. В чем значимость этой площадки была? Ну, прежде всего, оно исходит тоже из основной миссии, да, что сейчас, можно сказать, идет борьба за умы, сердца молодого поколения нашего. Да. В свое время государство немножко отстранилось от воспитания, от государственных основных базовых внедрения, скажем так, воспитания молодежи в этом направлении. Да. Оно дало интернет в каждое село, в каждую школу, да, но сказала, занимайтесь собой сами, да, по большому счету. И вот мы хотим немножко этот пробел, поправить. Поправить, да? Магистральный путь. Угу. А какие итоги в итоге подвели? Все-таки любое мероприятие проходит не просто так, да? И по этим итогам, конечно же, будет некое планирование, да? Вот на данный момент к чему пришли? Да, у нас, как у организаторов, да, своя цель внутренняя. Это по итогам вот этого собрания в дальнейшем, это к осени, у нас должна быть принята республиканская программа. Вот как раз по этим мероприятиям, по этим мерам, которые должны соответствовать нашей главной миссии. Да? И, соответственно, мы ждем предложений, мы собираем предложения. Вчера около 1000 человек было, театр и площадки, да? И вот поступает очень много предложений. Разного характера, и локальные, и общие. Вот мы их проанализируем и сделаем. Хорошо. Алексей, а вот в рамках вашего визита, в каких мероприятиях еще вы будете принимать участие, да? Ну и, собственно, как вы считаете, ваша миссия именно в данное время состоялась? Я думаю, что да. Вот вчера в общем собрании принимал участие, потом в круглом столе о сакральной географии. Это очень важно, это интересно, вот как культура прорастает через какие-то вещи, связанные с верой, с традициями. Сегодня я тоже буду в завершающей части, еще приму участие в презентации книги о происхождении якутского народа. Это очень интересно, потому что я как-то этой темой интересуюсь. И мое участие, я думаю, вот эта связь народов, связь культур, я думаю, что миссия выполнена. Выполнена. Да. Ну, спасибо большое, дорогие гости, что посетили наш утренний эфир, а мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Спасибо. Доброе утро, Якутия. В студии Кристина Якупова. На госуслугах появится раздел с информацией о защите детей в интернете. Вопрос проработали Минцифры и Альянс по защите детей в цифровой среде. В декабре прошлого года в ходе заседания Координационного совета при правительстве по проведению в России десятилетия детства Минцифры совместно с Минпросвещением было поручено проработать вопрос информирования родителей о существующих эффективных средствах контроля, которые можно использовать на мобильных устройствах для обеспечения безопасности детей. Снижение ВВП России в феврале по оценке Минэкономразвития составило 3,1% в годовом сравнении после спада на 0,1% в январе. Поддержку экономики продолжает оказывать рост объемов работ в строительстве. Кроме того, положительный вклад вносит рост промышленного производства и грузооборота транспорта, отмечают в министерстве. По оценке Минэкономразвития, рост промышленного производства в феврале с устранением сезонного фактора составил 0,2%. При этом в годовом выражении падение в промышленности в феврале замедлилось. Власти Москвы планируют в ближайшие годы начать производить на столичных фармзаводах 90% лекарств, ранее закупаемых за рубежом, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что за это время построен целый ряд фармацевтических заводов, и теперь производятся лекарства, которые закупали по импорту. Выставка проектов резидентов технопарка «Якутия» проходит в Якутске. 13 человек представили свои самые передовые разработки. Так выставлены палатки, печи, газовый котел, лодки из пластика, фильтры для воды, кинопроектор и даже одежда из оленей шерсти, способная выдержать самые сильные морозы. Выставка проходит в рамках 9-го съезда глав и депутатов муниципальных образований.
Здесь у нас представлено 13 резидентов технопарка Якутия. Это самые передовые разработки в технопарке. Мы специально для съезда организовали эту выставку, чтобы главы районов смогли наглядно ознакомиться с нашими проектами и, возможно, в будущем воспользоваться ими. Реальность в пространстве и времени. Национальный художественный музей открыл юбилейную выставку, посвященную 80-летию живописца, народного художника Якутии, заслуженного художника Российской Федерации Эдуарда Васильева. В зале выставлено свыше 60 работ из фонда музея и мастерской автора. Экспозиция представляет разные этапы творчества художника, отражая многозначность и многоплавность его искусства. Выставка продлится до 4 июня. Надо сразу отметить, что сразу как бы войдя в современное искусство, этот художник завоевал признательность еще в советское время, будучи студентом. Он представил свою работу на выставке 1977 года «Анимпадис Сафронов» с отцом, и за эту работу получил звание лауреата государственной премии. 85 юных артистов детского театра балета «Алмазы Якутии» откроют очередной театральный сезон. 1 апреля на сцене Дворца культуры «Алмаз» представят балет «Чиполлино». Дети репетировали его 3 месяца, а костюмеры отреставрировали платья и камзолы. Билеты на балет можно приобрести в кассе Дворца культуры «Алмаз» либо в приложении «Единая карта клиента КСК». Для взрослых цена билета 590 рублей, для детей 295. Последний раз этот спектакль показывали в 2017 году, и получается это полный новый состав, и с нуля достаточно сложно составить красивый спектакль. В спектакле задействованы малые группы, дети, также старшие, выпускники есть, которые выпускаются на этом спектакле, и у каждого своя роль. Наш календарь богат на знаменательные даты и праздники. Сегодня в мире отмечают День резервного копирования, а во Франции – День Эйфелевой башни. А какие праздники отмечаются сегодня у нас, мы узнаем прямо сейчас. На календаре 31 марта. Сегодня отмечают Международный день резервного копирования, День бэкапа, праздник огня воинов, День апельсинов и лимонов, День цветных мелков. По народному календарю сегодня отмечают Кирилл Дери Полос, День памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке. Свое прозвище Кирилл получил благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях на снег, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзшие за ночь, можно было действительно ободрать подлозья анаст. В народе об этом дне говорили: на Кирилла и спереди, и сзади зима. То есть можно было еще опасаться весенних заморозков. Впрочем, если в этот день зацветала мать и мачеха, это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля. События в этот день. В Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. Уитком Джадсон изобрел новую застежку, которую назвали «молнией». Был заключен контракт на право сборки в России автомобилей марки Daimler. В этот день завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны. В Советском Союзе осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны. В этот день родились Рене Декарт, французский философ, математик, физик, физиолог. Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор, органист, музыкальный педагог. Йозеф Гайдн, австрийский композитор, представитель Венской классической школы. Александр Введенский, русский философ, психолог, логик. Роман Клейн, русский и советский архитектор, реставратор и преподаватель. Александра Калантай, русская революционерка, советский государственный деятель, дипломат. Сергей Дягилев, русский театральный и художественный деятель, писатель, меценат. Корней Чуковский, русский поэт и литературовед, автор детских стихотворных сказок. Александр Збруев, советский российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Владимир Винокур, советский российский артист эстрады, певец, телеведущий, народный артист РСФСР.
Лайма Вайкули – латвийская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка Латвии. Павел Буре – советский российский хоккеист, призер Олимпийских игр. Именины сегодня отмечают Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья. Между тем, в эти выходные во всем мире будут отмечать единый день Сергея Рахманинова, который откроет год празднования 150-летия со дня рождения русского композитора и пианиста. И пройдет он по всей России 1 и 2 апреля. Акция объединит более 500 мероприятий, некоторые из которых пройдут также за рубежом. Об этом сообщили в Министерстве культуры Российской Федерации. Напомним, Сергей Рахманинов является всемирно известным композитором, дирижером и пианистом. И более подробно о том, как пройдут в Якутии мероприятия в честь этого знаменательного события, нам расскажет Наталья Владимировна Базалева. Она является художественным руководителем Государственной филармонии нашей республики. Доброе утро. Здравствуйте. Наталья Владимировна, первый вопрос, конечно, интересует, какие мероприятия у нас запланированы и что ждать любителям хорошей, такой качественной музыки? Спасибо за хороший вопрос. Я должна сказать, что филармония Якутии к этому дню и к этому юбилейному году начала готовиться с февраля 2022 года. И мы активно включили в план своей работы произведение великого наследия нашего замечательного композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Уже прозвучал ряд концертов фортепианных, прозвучали все симфонические произведения, в том числе симфонические танцы. Ну, а к этому знаменательному событию уже непосредственно в год 150-летия, в ближайший период, происходит очень важное, на наш взгляд, событие, которое подготовила филармония. Это фестиваль, посвященный 150-летию Рахманинова под названием «Якутск. Весна Рахманинов». И открыли мы фестиваль 28 марта, накануне дня рождения. Очень признательна Мариинскому театру, маэстро Гергиеву, потому что по нашей просьбе открывал фестиваль лауреат международного конкурса имени Сергея Васильевича Рахманина, первая премия, золотая медаль, дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, что очень знаково и знаменательно. А солистом был представлен Алексей Мельников, солист Московской филармонии, лауреат международного конкурса Чайковского в рамках Всероссийские филармонические сезоны. То есть мы открыли фестиваль очень событийно с точки зрения российского масштаба. Да, и был исполнен первый фортепианный концерт из наследия Рахманинова. Далее, 7 апреля, мы представим образовательно-просветительский проект «Опера Олеко» в концертном исполнении. Делаю акцент образовательно-просветительский. Мы делаем это собственными силами. Артисты хора будут исполнять сольные партии, симфонический хор и симфонический оркестр представят эту оперу. И, конечно, я надеюсь, что этот проект вызовет интерес прежде всего у молодежи, школьников. Ждем. 18 апреля из наследия Рахманинова прозвучит рапсодия на темы Паганини с нашим оркестром в качестве солиста наша землячка Александра Трофимова, за пультом Павел Васьковский. И 21-го мы закрываем фестиваль хоровой музыкой, наш симфонический хор под управлением Людмилы Шумиловой, а также солисты хора. Но я должна сказать о первом числе, мы к нему готовились заранее, и когда я сказала, что с 22 года, завтра в эфире НВК «Саха» прозвучат части 3 концертов Рахманинова, которые мы исполнили ранее. Прозвучит первая часть 3-го концерта под управлением Фабио Мастранджело, солист
Олег Ванштейн. Прозвучит 4-й концерт, 2-я, 3-я часть в исполнении Филиппа Копачевского под управлением меня. И прозвучит 1-й концерт, 2-я, 3-я часть в исполнении уже Алексея Мельникова и Гургена Петросяна в день рождения. Наталья Владимировна, спасибо большое. Вот так проанонсировали, да? Отлично. Я думаю, многие зрители сейчас заинтересуются. А где можно узнать подробную информацию? Потому что вот большой объем все-таки вы дали прямо сейчас. Куда Все очень просто. Набираем. Новые технологии нам помогают, да? Набираем в интернете «Филармония Якутия», заходим на наш сайт, и вы познакомитесь со всей информацией и в преддверии, которая была, и будем рады. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Мы благодарим вас. И я думаю, что самое главное, отзыв в сердцах зрителя вы обязательно получите. И, конечно, мы призываем всех посетить это мероприятие. Я думаю, будет очень интересно. Ну а самое главное, вы получите огромнейшее удовольствие. Ну а тем временем 1 апреля Якутия отметит 95 лет со дня рождения народного писателя республики Василия Яковлева Далана. В канун юбилейной даты семья писателя сделала бесценный подарок якутянам. Личная книжная коллекция писателя была передана Национальной библиотеке Якутии. Подробнее об этом в следующем сюжете. Человек есть то, что он читает. Интересы, занятия, круг общения, обо всем расскажут его книги. 608 документов народного писателя Василия Яковлева Далана теперь доступны читателям Национальной библиотеки. Далан по праву считается зачинателем исторического романа в Якутии. «Глухой Вилюй», «Тыгын-Дархан» – бестселлеры якутской классики. Источники вдохновения писателя-историка раскроет его семейная библиотека. У нас была большая библиотека, и в те времена мы часто переезжали. Нашим основным грузом и самым большим богатством были книги в коробках. Папа интересовался иностранной литературой, и одним из любимых произведений, которые он нам читал, был Стивенсон «Остров сокровищ». Конечно же, папа очень интересовался якутской литературой. Я помню мгновение, когда он выходил из своего кабинета, радостный, смакуя те или иные выражения и поражаясь, как он точно и красочно передает смысл сказанного. Не меньше изданий в коллекции Далана о педагогике. Ведь Василий Семенович свыше 20 лет посвятил учительству. И как писатель он заявил о себе впервые произведением о школьной жизни. Это повесть «Дивная пора». О писательской судьбе, литературных связях и о дружбе с коллегами также можно узнать из его библиотеки. Во владельческой коллекции Далана есть свыше 60 книг с дарственными записями от коллег по Перу. В числе них Сафрон Данилов, Семен Руфов, Егор Немохов. Кто-то пишет длинные, пространные записи, кто-то делает короткие записи. Эти записи сами являются отдельными объектами для изучения. По ним можно проводить книговедческие исследования. В главной библиотеке Якутии уже более 40 дарственных коллекций. Личная библиотека Далана заняла среди них свое место. Информационный потенциал коллекции огромен и ждет своего исследователя. Татьяна Хомоксонова, Михаил Соловьев, Медиацентр Национальной библиотеки. Продолжает тему культурной жизни нашей республики. Музеи фольклора и музыки презентовали мультипликационный фильм на эвенском языке. Это первый анимационный фильм, созданный по мотивам эвенского эпоса «Нимкан Нольтек». Авторы проекта намерены пробудить интерес к языку, культуре и традициям, прежде всего у молодых представителей этого древнего коренного народа Якутии. Подруги Мария и Надежда изучают родной эвенский язык на кафедре северной филологии СВФУ. Они будущие филологи, и хорошее знание языка для них немаловажно. В создании мультфильма по эвенскому эпосу они впервые выступили в качестве экспертов. Озвучка отличалась от видео, поэтому настоящий монтажер не мог понять слова. Мы в этом помогали, сопоставляли звук с видео. Это бесценный опыт для нас. Мы филологи, и мы постоянно что-то переводим, изучаем сам язык, выступаем на конференциях, и это был отличный, очень другой опыт. Самым сложным для девушек было разобраться в диалектных словах. Были моменты, где
например, в эпосе есть слова, а вот в озвучке нет. Типа, например, просто бабушка так сделала, а вот в видео такого не было, поэтому было немножко сложно. И, конечно же, были тоже трудности со словами, так как диалект был другой. Я чугасирская венка, она ламинхинская венка. Вот. Но мы все-таки же смогли достичь того результата, который мы видим. Автор сценария, сотрудник Музея фольклора и музыки народов Якутии Нюргустана Слепцова показывает нам персонажей, специально изготовленных известными мастерами кукол. Большая сложность была для кукольников вот именно создание именно персонажей этих, потому что они вначале даже не могли представить, как изобразить тот или иной персонаж. Вот именно была сложность в одежде, но потом, когда появились эскизы, по эскизам сделали одежду, это стало уже выглядеть совсем по-другому. 25-минутный фильм создавался на протяжении года. Все, кто работал над ним, а это помимо авторов и знатоки национального костюма, самого эпоса, исполнители песен, вложили все свое старание и знания. Так только для достоверности нарядов досконально изучили, во что одевались предки эвенов, как выглядело стойбище, каких традиций и обычаев придерживались. Благодаря этому мультфильму молодежь, она более ориентирована на видеоконтент. Она лучше заинтересована смотреть видеоконтент. А этот видеоконтент будет иметь аудиообразец, как нужно исполнять сказителю эвенские напевы. Будет образцом подражания тоже. В скором времени мультфильм будет доступен к просмотру при посещении Музея фольклора и музыки. Также его планируют широко распространить и в образовательных учреждениях, и в сети интернет. Создатели надеются, что первый эвенский мультфильм по мотивам эпоса позволит пробудить интерес к эвенскому языку, особенно у молодого поколения, носителей среди которых, к сожалению, становится все меньше. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. Актуальные вопросы инклюзивного образования в регионе будут обсуждать на следующей неделе в нашей столице. Так, 6 апреля у нас пройдет республиканский форум «Инклюзивное образование. Проблемы, практики и ресурсы». И подробнее об этом мероприятии мы поговорим с нашим гостем в студии. Это Елизавета Зарубина. Она у нас детский психолог. Доброе утро. Здравствуйте. Елизавета, расскажите, насколько актуален вообще вопрос инклюзивного образования сегодня у нас, в частности, в нашей столице и в республике в целом? В целом этот вопрос очень противоречивый, несмотря на то, что есть некоторые сложности. Очень важно обращать внимание на данные вопросы для того, чтобы решать те моменты, которые могут возникнуть. Угу. Как на сегодня идет процесс интеграции вообще детей-инвалидов, либо детей с ограниченными возможностями здоровья в общие учебные заведения? К сожалению, у нас наблюдается, согласно статистике, рост ребят со статусом ОВЗ-инвалидность. И, конечно, раньше такого опыта, возможно, было недостаточно. Поэтому мне кажется, что, в принципе, интеграция идет хорошо, но, как говорится, всегда есть к чему стремиться. Да. То есть ведется работа, есть результаты, но хочется все ускорить немножечко темпы, да? Есть ли у вас в республике успешные практики работы с детьми, инвалидами и с людьми с ОВЗ? На сегодняшний момент мы получили более 35 докладов от наших коллег из школы детских садов, поэтому я считаю, что вообще наши специалисты являются самородками, и у них есть достаточно хорошие практики, о которых стоит рассказать. То есть этот форум будет создан именно для этого, да, чтобы просветить людей, жителей республики, какие есть возможности помощи? Да, в первой части мы обсудим актуальные вопросы, и уже после обеда мы обсудим практические кейсы, которые можно будет применить в своей работе. Какие программы реабилитации, поддержки проводит ваш фонд на сегодняшний день? Наш фонд Харсхал находится на Куршова 24. На самом деле спектр услуг, которые мы оказываем, очень объемный, поэтому я приглашаю вас на наш сайт добросаха.ру для того, чтобы можно было ознакомиться. С нашим. И давайте вернемся все-таки к форуму, да? В какой форме он будет проводиться и как, допустим, родители, у которых есть вопросы, как они могут принять участие?
В первую очередь мы позиционируем мероприятия для специалистов, практикующих. Да. Мы будем рады видеть родителей, если они в параллели являются в том числе специалистами. Мы соберемся 6 апреля с 10 утра в пространстве точки кипения на Ленина 1. То есть, а в каких специалистах нуждаетесь сегодня, если, допустим, анонсировать? Это все специалисты, которые работают с ребятами со статусом ОЗ-инвалидность, педагогические работники, работники детских садов, школ, реабилитационных центров. Мы будем рады видеть всех. Будете рады. Ну, подробную информацию можно получить, как вы уже сказали, на сайте. Елизавета, спасибо большое вам. Я думаю, форум пройдет очень плодотворно. И, конечно, результаты этого форума помогут вам в дальнейшем вашем работе. Да. Спасибо большое. Ну а сейчас передаю слово Кристине Якуповой, которая расскажет о самых последних новостях в нашей республике и за ее пределами. С 1 апреля этого года социальные пенсии проиндексируют на 3,3% с учетом проведенной индексации на 10% в июне 2022 года. Социальные пенсии назначают нетрудоспособным гражданам и гражданам, не заработавшим страховую пенсию по старости. Общее увеличение соцпенсий составит 13,6%. Индексацию проводят с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год. В Якутии на республиканском и муниципальном уровне действует вознаграждение за добытого волка, представляющего угрозу для домашних оленей и лошадей. Кроме того, охотники имеют право без очереди получить разрешение на добычу копытных животных. Вознаграждение за одного пойманного волка составляет 30 тысяч рублей. В этом году на эти цели в республике предусмотрено 15 миллионов рублей. Свою лепту вносят и улусы, где выплаты составляют от 20 до 50 тысяч рублей. Ежегодно охотники добывают 500-700 голов волков. Отмечается, что в прошлом году волки истребили около 6 тысяч оленей и около 200 лошадей. Дню охотников в республике посвятили обучающий семинар охотников-волчатников. Рассказали о существующих формах стимулирования охотников за добычу волка. Выступили опытные охотники. Во второй день планируют полевые занятия в племенном питомнике охотничьих лаек Баянай. Там волчатники продемонстрируют способы отлова хищников, установку капканов и петель, современные способы их изготовления, обменяются опытом. Принимают участие госинспекторы дирекции биологических ресурсов Якутии, представители департамента охотничьего хозяйства и Минэкологии. Кроме этого, на семинар специально приехал главный редактор издания «Русский охотничий журнал» Михаил Кричмар. Целый номер планируем посвятить Республике Саха-Якутия. Я здесь для того, чтобы в сотрудничестве с Дилстаном Михайловичем Дьяконовым, руководителем охотдепартамента, собрать материал, который бы рассказал основной массе читателей нашего журнала о том, что происходит в охотничьем хозяйстве республики, какие условия, какие угодья. Ну вот, сказать, растет, падает ли количество охотников. Поучаствовать в празднике охотника, естественно, совершенно. Причем я вот большим интересом вчера побывал на строительстве дома охотника. Такого просто нету нигде, ни в одном городе Российской Федерации. Трансфер пассажиров поезда из Якутска через реку Лену будут выполнять судами на воздушной подушке с 16 апреля. Его стоимость составит 1800 рублей, при этом проезд для детей до 5 лет будет бесплатным, а для детей от 5 до 12 лет 50% от цены. Талон на трансфер пассажиры могут приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте РЖД или в кассах ЖДЯ на железнодорожных вокзалах Алдан, Томмот, Нижнем Бестях и в Якутске. В Амге прошел 5-й этап Кубка Якутии по лыжным гонкам среди школьников, взрослых и ветеранов. Соревнования посвятили памяти отличника физкультуры и спорта республики Анатолия Артемьева. Приняли участие 135 спортсменов из 10 районов. В день соревнований выпускники тренера, ныне именитые мастера спорта, организовали почетный забег воспитанников на дистанцию 1 километр. А в завершающем забеге на 10 километров первое место занял выпускник Анатолий Артемьев
Артемьева, мастер спорта России, студент СВФУ Никита Шестаков. Лучшим спортсменам родные тренера вручили именные стипендии и спецпризы. Также в этот день презентовали книгу «Жизнь, посвященная лыжному спорту. Памяти выдающегося тренера». И сегодня видим, что приехало очень много участников, в том числе его выпускники, которых он тренировал. Они уже стали мастерами спорта, и это очень отрада. Анатолий Афанасьевич долго мечтал, чтобы у него появился мастер спорта. Наконец у него сейчас 2 мастера спорта, Николай Максимов и Никита Шестаков. Поэтому я думаю, что его посыл в жизни, как бы он сбылся. То, что он хотел, он добился. Ну, мы видим, что сегодня приехали довольно подготовленные лыжники. У нас самый младший год рождения – это 2013 год рождения. И заканчиваю ветеранами под 70 лет. К этому часу у нас вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Спасибо, Кристина. Ну а мы продолжаем, и вы смотрите «Утро Якутии». 390 лет нынче исполняется внуку Тагандархана, первому князцу из народа Саха Мазары Базекову. По этому случаю на его исторической родине в Хангаласском Улусе состоялась научно-практическая конференция под названием «Мазары Базеков – один из лидеров якутского народа». Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Хангаласский князец Мазары Базеков известен тем, что в 1676 году возглавил первую делегацию народа Саха, отправившуюся в Москву к царю. Целью этой поездки длительностью 4 месяца было прошение у молодого царя Федора Алексеевича оградить якутов от произвола и беззакония воевод и сборщиков ясака. Тот пошел навстречу и частично удовлетворил их просьбы, издав указ, по которому якутские тайоны получали некоторую часть самоуправления. Осмысление свершений Мазары Базекова как личности, сыгравшей роль в зарождении государственности Якутии и консолидации народа Саха – вот что стало целью научно-практической конференции в его честь. Участники конференции, взрослые и юные исследователи, представили работы о жизни и деятельности Мазары Базекова, итогах первой поездки якутов к царю, а также доклады по истории, краеведению и этнографии. Как отметили эксперты и сами участники конференции, источников, освещающих истинное значение и вес свершений Мазары Базекова и его сподвижников, в настоящее время совсем немного. Но если бы было много работ, книг, статей, и много людей, которые об этом говорят на улицах, и нынешние даже якуты очень мало знают о нем. И мы должны помнить его, чтить. Я считаю, что надо сделать крупные книги, несколько книг, даже десятки книг лучше. На конференции также поднимались вопросы популяризации краеведения среди молодежи. Анна Алексеева, ученица Покровской средней школы номер 3, провела опрос среди десятиклассников о том, насколько они знают историю Улуса и его выдающихся личностей. К сожалению, итоги были неутешительными. Зная своих одноклассников, друзей со школы, я уже понимала то, что не будут прям хорошие результаты, и понимала то, что не все школьники осведомлены об истории Якутии в целом и вообще о руководителях. Опросом дело не окончилось. Анна со своим руководителем составили целую программу продвижения краеведения в своей школе. В планах у нас составить такой исторический уголок в школе, потому что его не хватает. И как портретный зал и с QR-кодами. Она подготовила уже достаточно много информации по каждому историческому деятелю. Ребята могут навести на QR-код, и выйдет информационная справка про личность, которая будет указана. Ну и также мы хотим создать во время перемен. У нас есть, недавно появились в школе мониторы, большие телевизоры, и там как в режиме ролика, ненавязчивая такая информация, по Мазары, то, что нам удалось исследовать, анализировать, узнать, и как результат такой слайд-шоу организовать. За сбор и обработку материалов конференции о Мазары Базекове взялась Центральная районная библиотека. Также будет подготовлен библиографический указатель. Работа по исследованию наследия этого выдающегося человека будет продолжена. Виолетта Засимова, Александра Алексеева, Хангаласский Улус.
Впереди долгожданные выходные. Давайте узнаем, что же можно посмотреть в столичных кинотеатрах нашей столицы. Я всегда мечтала стать великой героиней. Смотрите с 30 апреля в кинотеатре «Лена». Мультипликационный фильм «Приключения аргонавтов» расскажет об отважной мышке Петти, которая живет в самом сердце Древней Греции, где возможно абсолютно все. Восхищаясь местными героями и небесными богами, она отчаянно мечтает о великом приключении. Однако ее лучший друг, большой и очень тревожный кот Сэм, изо всех сил старается защитить ее от любых опасностей. Но когда их городок угрожает разрушить сам Посейдон, Петти и Сэм вынуждены отправиться в захватывающее путешествие, полное невероятных мест и причудливых созданий прямиком из мифов. Главная героиня фильма «Проклятие посвящения». Офтальмолог Грейс всю свою жизнь пытается освободиться от груза детских травм и забыть о той страшной ночи, когда отец на ее глазах убил мать. Однако у талантливой и чуткой девушки с несправедливо тяжелым прошлым как будто нет шанса на то, чтобы быть счастливой. Грейс, всю себя отдающая работе и ведущая тихую, хоть и затворническую жизнь, узнает о самоубийстве горячо любимого брата. У девушки начинаются панические атаки и странные видения, которые, как говорит ее знакомый психиатр, вызваны горем и со временем должны прекратиться. Несмотря на тяжелое переживание утраты, Грейс решает отправиться в шотландский монастырь, в котором жил ее брат-священник. Начав собственное расследование, девушка погружается в темные тайны, притаившиеся в стенах обители. И чтобы раскрыть их, ей придется научиться управлять собственными демонами или же выпустить их на волю. Проникновенный фильм Селин Сьямма «Маленькая мама» о том, как важно вовремя узнать собственных родителей. Это история о 8-летней девочке Нелли, которая тяжело переживает смерть любимой бабушки. Тогда мать отвозит ее в загородный дом, где прошло ее собственное детство. А сама, не выдержав напряжения, куда-то исчезает. Однажды Нелли встречает в лесу другую девочку, практически собственную копию. На самом же деле так с ней играет воображение. Разум ребенка воспроизводит образ мамы в детском возрасте. Девочек-непосед сыграли сестры-близняшки Жозефина и Габриэль Санс. Боишься? Чего? Что я не вернусь. Я с ней не попрощалась. Ой, не ходить бы завтра в школу. Также смотрите премьеру фильма Степана Бурнашова «Айта». Героиня фильма Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем человека. Слухи быстро распространяются по округе, и вот уже догадка перерастает в уверенность. Виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды. Быстрее, чем состоится суровый самосуд. Не открою. Не могу тебя впустить, у меня приказ. Ладно, не отдаете по-хорошему, мы по-плохому возьмем. Что же на самом деле случилось с Айтой в тот роковой вечер? Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. А если вы еще не запланировали свои выходные, то мы можем посоветовать вам в это воскресенье посетить уникальный концерт хомусистов. Так в город Якутск прибыл известный исполнитель варганной музыки Ильдар Гимадиев. И сегодня он у нас в гостях, а сопровождает его не менее известный хомусист-виртуоз Георгий Слепцов-Чагыл. Это артист, импровизатор, мы знаем его как одного из самых ярких представителей варганной музыки у нас в республике. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ильдар, добро пожаловать в Якутию, конечно же. Мы рады видеть вас у нас в гостях. Первая ли ваша эта поездка к нам в республику? Нет, уже второй раз приезжаю. Очень нравится, как здесь развивают хомусную культуру. Георгий, немножечко расскажите про ваш концерт. Когда пришла идея, как вы познакомились и почему решили именно пригласить его к нам с такой интересной программой? Я как артист уже работаю 10 лет в эстраде, да, и
С самого начала пути я очень мечтал сделать большой сольный концерт. И очень-очень долго ждал, вот это 10 лет прям, да, и очень много чего сделал. Это выпустил 2 альбома, сейчас работаем уже над 3-м альбомом. И очень много разных дуэтов сделал с разными музыкантами. Это со скрипачкой Леной Березовской, с Дмитрием Павловым саксофон, Боярский, ну и много-много разных музыкантов, да. И я хотел вот все время объединить музыку хамуса с разными жанрами музыки и с инструментами музыкальными. И так и получилось, что очень много уже дуэтов сделал. И я подумал, уже 10 лет творчества, нужно сделать концерт. И как раз Ильдар, с Ильдаром мы познакомились в прошлом году, летом. Он приезжал на СЭХ, и в это время мы прям сделали очень много классных композиций, да, вместе с ним. Очень много и продолжили. Да, и продолжили. И в этот раз я решил его пригласить уже на мой концерт, стать специальным гостем нашего концерта. Ильдар, но многие любители варганной музыки знают вас, конечно же, по социальным сетям, да? Где вы играете на варгане в сопровождении битбоксеров. Да? У нас есть небольшой ролик, давайте посмотрим на такой вот интересный вариант звучания хамуса. Очень интересно, и для любителей хамуса в Якутии это, наверное, какой-то такой необычный, да, способ, значит, как бы излучения этого уникального инструмента. Ильдар, а расскажите все-таки, откуда появились такие проекты и почему, вы думаете, они пользуются вот такой популярностью? Ну, вообще, на хамусе может играть каждый человек по-своему, у каждого человека по-своему раскрывается этот инструмент. У кого-то в медитативную сторону, у кого-то в этническую. А у меня вот с точки зрения создания электронной музыки, ну, современных треков, не только электронной музыки, вот я начал экспериментировать с разными стилями, потом стал делать каверы на классические произведения Баха, Вивальди и других классиков, то есть оркестровые уже треки с хамусом. И также начали создавать песни. То есть песни тоже очень хорошо заходят. И я думаю, все это можно будет услышать на нашем концерте. Хорошо. А как вот вы научились играть на хамусе? Кто привил вам любовь к этому инструменту? Вообще, я увидел видео одного мультиинструменталиста Бионкай из Японии. Он играл современную такую игру под биты, электронный стиль, электро. Меня это вдохновило и захотелось научиться так же. А потом я уже пришел к этническим техникам, потому что понял, что хамус — это очень глубокий инструмент, позволяющий многогранно постигать этот мир. То есть, Георгий, вы сказали, что уже 10 лет играете, да, на хамусе, возможно, даже больше, но вот именно как артист, да, 10 лет. Вот существуют ли какие-то стили игры на хамусе, и играете вы все-таки на одном стиле или совершенно разные, и это можно прям отличить? Я хамусист-экспериментатор. Я, конечно, начинал с традиционных звуков, а потом начал уже экспериментировать с разными, вот, как я сказал, музыкальными инструментами. Но я очень профессионально играю на сиетарды. Это игра такая, которая прям погружает в другой мир, мне кажется, очищает пространство. Это, и сиетарды, вот это прям медитация. Когда вот играю, прям я как будто погружаюсь в другой совсем мир. Да, но также я люблю играть в современных стилях, да, и Ильдар совсем играет в другом стиле, не как в Якутии. Да, я думаю, что хамус звучит, то есть очень много чего можно придумать, но не до такой степени, как играет Ильдар, да. Так, очень сразу интересно сравнить. Давайте, Георгий, вы сыграете вот в своем стиле, да, который у вас, как вы говорите, получается лучше всего, а затем мы послушаем Ильдара. Отлично, так. Круто. Круто, очень. Ильдар, ваш выход.
Отлично, супер, да? То есть вы обратите внимание, они друг друга поддерживают и хвалят, да? То есть Ильдар говорит круто, а Георгий отвечает супер, и они так, знаете, совершенно не конкурируют в этом моменте, да? Совершенно разное звучание такого уникального, да, инструмента. Конечно, для мастера своего дела необходимо вот показать, да, наверное, мне кажется, свои инструменты, на чем вы играете. И откуда? Вот отличается у вас, из какого металла сделано или нет? Да, отличается. Ага. Ну, вообще, каждый мастер хомусов, он делает, на самом деле, уникальный звук, потому что это всегда ручная работа, свои геометрии язычков, и от этих геометрий язычков зависит звук. Вот. Ну, у мы вас, вот сами допустим, какой самый? изготавливаем в Татарстане, в Казани. Сами? Вот у нас своя мастерская. Мы делаем по технологии, которую создал мастер Готовцев из Якутии, и мы просто... И также еще Глазырин из Нижинска. И мы как бы эту технологию тоже взяли за основу и создали свои дизайны. Вот. Вот, а вы покажите вот сейчас. Мы же тут, собственно говоря, технология-то одна, просто здесь дизайн разный, да? Или немножечко все-таки есть? Ну да, дизайн разный. Также мы задаем свои геометрии язычков, которые дают свой звук. Плюс еще можно магнитом менять тональность. Вот так. И у Георгия, да, тоже вот свои, да? Ну, это вот наши. Это все ваши? Да, это ильдаровские. Вот. А мои якутские вот. Ну, мои самые любимые хомусы — это мастера Юрин Ус, Колодезников и Тарабуки Герасим. Вот так, да? Хорошо, а обмениваетесь ли вы музыкальными инструментами или все-таки вот свой хомус — это свой хомус? Или практикуется Нет, такое? Ильдар мне подарил уже несколько хомусов, прям вообще. Вот этот хомус, допустим, Ильдар мне подарил. Прям вообще потрясающий хомус. И в нем, отличие в том, что у него есть нота, то есть они всегда, ну, вот все хомусы Ильдара, вот тут, допустим, написаны ноты, да, тональности. И именно он подбирает по тональностям, и тогда совсем другое звучание получается. Даже вот так. Хорошо, для любителей варганной музыки давайте расскажем немножечко, как будет проходить ваш концерт. Это будет все-таки в виде батлов, то есть противостояния, либо будет отдельно ваша часть, отдельно ваша часть. Ну это, мне кажется, почти как батл будет, да? Якутия и Татарстан, но в конце мы сдружимся и сделаем совместный коллаб. Да. И вот Ильдар уже с очень многими музыкантами Якутии уже сделал. Вот за неделю он сделал уже прям чуть не альбом, да? С разными мы сделали целенаправленную музыкальную программу, шоу, где пригласили вокалистов, разных музыкантов, скрипача, флейтистку и других музыкантов. И создали, ну, обогатили наши треки вокалом. То есть это где и когда будет? Быстренько. Это 2 апреля, ДК Колоковского, 16:00. Приглашаем всех любителей варганной музыки. Ну и давайте услышим ваше общее исполнение. И вот на таких замечательных нотах волшебного хомуса мы завершаем наш пятничный эфир. Завораживающие звуки. Мы увидимся, дорогие друзья, уже в понедельник. Это «Утро Якутии». Доброго вам утра!